Давайте посмотрим. Тут написано «Да здравствует интифада». Это пример того, что вы сказали, национального органического движения за права человека. Вы это имеете в виду? Это движение за права человека? Я не уверена, что использование термина «интифада», который буквально означает «стряхнуть» или «избавиться от чего-то», эффективно. Подождите минуту, вы не считаете это эффективным? Но согласитесь, что это призыв к уничтожению государства Израиль. Это после... Нет, сенатор. О, это не так? Это не призыв к уничтожению евреев. Я не знаю этого человека и не знакома с этим плакатом. О, вы не знаете, что это значит? Я не думаю. Вы не видели этого раньше? Вы видели эти протесты? Равин, вы знаете, что это значит? Да, это призыв к уничтожению государства Израиль и, возможно, к уничтожению евреев повсюду. Мисс Берри, позвольте мне начать с вас. Вы сказали в ответ на вопрос, по-моему, сенатора Грэма, вы похвалили протесты, проходящие в кампусах. Я просто хочу убедиться, что я все правильно понял, поэтому поправьте меня сейчас. Вы описали их как национальное органическое движение за права человека. Что вы имели в виду? Массовое движение в поддержку прав человека в Палестине проходит в студенческих городках по всей стране, после того, как студенты узнают больше об истории палестино-израильского конфликта и конкретных нарушениях прав человека в Палестине. Да. Хорошо, я просто хочу внести ясность в то, что вы хвалите, а что нет. Что ж, хвалите. Давайте посмотрим. Тут написано «Да здравствует интифада». Это пример того, что вы сказали, национального органического движения за права человека. Вы это имеете в виду? Это движение за права человека? Я не уверена, что использование термина «интифада», который буквально означает «стряхнуть» или «избавиться от чего-то», эффективно, поскольку большинство американцев на самом деле не связывают его с проблемой прав человека. Поэтому я не думаю, что это эффективно. Нет, сенатор. Подождите минуту, вы не считаете это эффективным? Но согласитесь, что это призыв к уничтожению государства Израиль. Это после... Нет, сенатор. О, это не так? Это не призыв к уничтожению евреев. Я не знаю этого человека и не знакома с этим плакатом. О, вы не знаете, что это значит? Я не думаю. Вы не видели этого раньше? Вы видели эти протесты? Равин, вы знаете, что это значит? Да, это призыв к уничтожению государства Израиль и, возможно, к уничтожению евреев повсюду. Я с этим не согласна, сенатор. Вам не кажется, что это... Вы не думаете, что это разжигание ненависти? Да здравствует интифада может означать и другое. Это может означать другое? Подождите минуту. Это протесты. Насильственные протесты в кампусах, которые были направлены против студентов-евреев, нападали на них лично, не давали им посещать кампус, посещать занятия, заставляли их опасаться за свою безопасность. После нападений на государство Израиль 7 октября, в результате которых погибло больше евреев, чем когда-либо со времен Холокоста, и вы хотите сказать, что считаете это двусмысленным посланием? Я говорю, что любой студент, ставший мишенью в кампусе, студент-еврей... Вы осуждаете это? Прямо здесь, вот тут. Да здравствует интифада. Я осуждаю то, что еврейские студенты подвергаются нападкам, кампусы подвергаются нападкам, а Управление по гражданским правам должно успешно получать финансирование. Осудите ли вы это как разжигание ненависти? Я думаю, что это может быть разжиганием ненависти, но я не думаю, что это автоматически становится разжиганием ненависти. Проблема в том, что есть нюанс, который я пытаюсь привнести в этот разговор. В чем нюанс, когда эти люди маршируют, призывая убивать евреев? Сэр, потому что интифада может означать восстание для палестинцев. Так обстоят дела. О, так это двусмысленно. Так это трудно понять? Боже мой. Хорошо, давайте попробуем по-другому. А как насчет этого? Пожалуйста, зрители, тише, пожалуйста. О, да, я имею в виду, это нормально. Мы знаем, что вы думаете. Да, именно так. Я думаю, вы ясно дали понять тем, что аплодировали ранее, когда сенатор Круз спрашивал о попытках уничтожения евреев. Давайте просто внесем ясность в то, что здесь происходит. Потому что вот что происходит на этом слушании. Мы не можем говорить об антисемитизме, не затрагивая при этом чего-то еще. На сегодняшнем слушании прозвучало сообщение о том, что антисемитизма недостаточно. Попытки убивать евреев в университетских городках. Этот разговор не заслуживает обсуждения. Вы должны добавить к этому что-то еще. Так что, если вы хотите убивать евреев, мы не можем говорить об этом, пока не поговорим о 15 других вещах. И теперь здесь сидит свидетель, который не осуждает такие действия в этих кампусах, которые являются откровенно антисемитскими, нацистскими попытками убивать евреев. Как насчет этого? Есть только одно решение. Это национальное органическое движение за права человека? Нет, сэр, я полагаю, что это связано с Холокостом. И это... Я думаю, окончательное решение. Хорошо. А как насчет этого? Слава нашим мученикам. И снова, я не понимаю смысла подобных сообщений. Я не знаю, что это значит. Вы бы осудили это как антисемитизм? Это спроецировали здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, в кампусе перед еврейскими студентами после резни 7 октября.
Я думаю, что в данный момент это неуместная речь. Разжигание ненависти в контексте. Вам так не кажется? Конечно, но суть в том, что я бы предпочла сосредоточиться на проблеме преступлений на почве ненависти. Да, это и есть преступление на почве ненависти, когда кто-то угрожает убивать евреев и уничтожить государство Израиль. Это преступление на почве ненависти. Угроза убить кого-то, включая евреев, является преступлением на почве ненависти, которое преследуется по закону. Да, давайте не будем притворяться, что это двусмысленно, и мы не уверены. Как насчет этого? Освободим Палестину от реки до моря. Это не разжигание ненависти, сэр. Вам не кажется, что это призыв к уничтожению государства Израиль? Опять же, я могу говорить то, что я думаю. И это удивительно, потому что я бы с удовольствием поговорила о том, что думаю, что я действительно считаю. Вы не думаете, что после терактов 7 октября, когда это было спроецировано перед группой еврейских студентов прямо здесь, в округе Колумбия, вы не думаете, что это попытка запугать их и призвать к уничтожению государства Израиль? Сосредоточив внимание на преступлениях на почве ненависти, я бы сказала, что если бы это было показано в синагоге, то это преступление на почве ненависти. Если это изображено где-то еще, я полагаю, что это свобода слова. Ясно. А потом мы удивляемся, почему наши студенты в замешательстве. Равин, позвольте мне просто спросить вас, вам трудно понять это сообщение? Нет, не трудно. И я добавлю, что даже если оно было двусмысленным и могло означать разные вещи для разных людей, сенатор, можете ли вы представить, что была бы фраза, которая также означала бы «убить всех черных»? Мы бы не возражали, если бы проецировали это? Нет, я имею в виду, хорошо сказано, хорошо сказано. Я почти закончил, господин председатель. Но позвольте мне просто спросить, поскольку свидетель говорит о национальном движении за права человека. Студенты отделения университета Северной Каролины за справедливость в Палестине заявили, наш моральный долг — быть солидарными с обездоленными, независимо от того, какой путь к освобождению они выберут. Это включает в себя насилие. Вы осуждаете это? Извините, это было ко мне? Да, наш моральный долг — быть солидарными с обездоленными, независимо от того, какой путь к освобождению они выберут. Это включает в себя насилие. Вы осуждаете это? Я, безусловно, осуждаю насилие. Вы осуждаете это заявление? Я осуждаю насилие. У меня нет никакого интереса вступать в перепалку по поводу отдельных заявлений студентов. Знаете что? А я заинтересован в этом. И вот почему. Из того, что я вам только что зачитал, Сенат Соединенных Штатов единогласно осуждает эту риторику. И если мы сейчас не займем позицию в отношении этой риторики, в отношении этой конкретной риторики, исходящей из уст этих студентов, которых вы назвали протестующими национального органического движения за права человека, то мы посылаем сигнал о том, что попытки убивать евреев в кампусе, попытки помешать евреям посещать занятия в кампусе — это просто нормально. Это просто другая точка зрения. Это не просто другая точка зрения. И, честно говоря, то, что вы пытаетесь сделать здесь сегодня, я считаю неправильным. Вы глубоко ошибаетесь, сэр. Сенатор Кеннеди,